огромный весенний привет! Вы смотрите 388-й выпуск программы «Пропеллер». И сегодня у нас необычный выпуск. Наверняка вы заметили отсутствие оранжевых пуфиков в студии, потому что мы не в студии, сегодня мы снимаем на улице. Наконец-то наступила весна. Гуляю сегодня по городу, и настроение нереально крутое. Солнышко ярко светит, люди навстречу идут, улыбаются, воздух стал теплее. Многие машины разморозили, и самое главное, сняли одни боки. С наступлением весны замечаю на улице города все больше влюбленных парочек. Просыпается природа и пробуждаются новые чувства в сердцах молодых людей, что очень мило, потому что весна – пора любви. Что касается меня, я человек весны, потому что у меня весной день рождения. И все, кто хочет поздравить меня с днем рождения, пишите в наше сообщество ВКонтакте ПропТВ. Буду ждать. Вот так, бодренько разогнав тему весеннего пробуждения, я представляю вам дебютную работу нашего юнкора Алексея, который прогулялся по улицам города и задал интересующие его вопросы. Весна – прекрасное время года, которое дарит нам вдохновение. Давайте узнаем, что об этом думают наши горожане. Здравствуйте, вы любите весну? Да, конечно. Да, люблю. Да. Да. Вы любите весну? Нет. Да. Да, очень. Вам нравится весна? Да, нравится. Нравится. Ну, кому не нравится весна? Нет, не нравится. Нравится. Нормально. Нравится весна? Да, И почему? потому что можно на горках кататься. Все пробуждается, природа. Вот теплеет. Потому что у меня день рождения, а мне нравится, потому что становится тепло. Морозы проходят. Влюбленность, теплота. Дожди, лужи, холодно. Людей много, и все улыбаются. Ну, относительно. Весна – это пора любви. Красиво, солнечно. Радостно, весело. На какие поступки вас вдохновляет весна? На какие поступки вас вдохновляет весна? Да, хорошие. Хочется гулять, с друзьями время проводить. Меня вдохновляет на новые открытия. На поступки, на романтические. Что-то хочется создать, что-то новое. На благотворительность, деньги перечислить, фонд помощи животным. Что ты любишь делать весной? Скворечники. Ну и гуляю часто, потому что темнеет позже. Наверное, радоваться жизни еще больше. Всякие активные отдых. На коньках катаюсь. На прогулке. Гулять с друзьями, кататься на коньках. Наверное, на каток идти. Можно кататься на коньках. Наконец-то взошло яркое якутское весеннее солнце. Это значит, что можно не только пойти прогуляться по городу и насладиться видами нашего прекрасного края, но и заняться другими видами деятельности. Допустим, пойти пофотографировать. Как бы ни была богато укомплектована студия фотографа, нужно понимать, что ни одна студия не сравнится с настоящей природой, с природным освещением, с ее экстерьером и красотой. Мы решили узнать, как и куда направиться, чтобы сделать хорошую фотосессию и, презрев все опасности, стихии, невзгоды, сделать так, чтобы это все получилось. Я фотографировала, очень-очень давно, то есть, можно сказать, даже с детства, там на всякие такие дедушкины фотоаппараты. У меня дедушка занимался фотографией. Место, где мы снимали, я его заметила давно и хотела провести там фотосессию. Красиво, когда, красное с белым сочетается, и поэтому, красное платье как раз у Маши было, и я эту задумку решила реализовать. И дополнительно еще купила там розу, разную атрибутика, и вот. Поморозили модель. Настя моя очень хорошая подруга, и мы очень много с ней работаем, понимаем друг друга с полуслова. Меня фотографировали несколько фотографов, но больше всех мне нравится Настя. У нее какой-то определенный свой стиль есть. И у нее очень красивые портреты.
Конечно, фотографировать нужно уметь кого угодно. И вообще меня вдохновляют любые люди, и в любом человеке можно увидеть красоту. Но просто Маша, она... это моя муза, моя любимая модель, и действительно я ее снимаю как бы часто. Это, конечно, хорошо, когда есть человек, который прям вот вдохновляет, что есть какие-то определенные образы, и сразу представляешь человека в этом образе. Моя любимая фотосессия с Машей, мы тоже фотографировались здесь в парке. Она была в такой длинной юбке, в корсете и таком, не знаю, как сказать, викторианской кофте такой. Мы поймали как раз очень хороший, интересный свет. Солнце садилось. Все люди фотогеничны, и нужно только действительно найти подходящий ракурс, подходящий образ, макияж или еще что-то. В каждом человеке, как я уже говорила, есть красота. Просто нужно ее увидеть и правильно передать. Я вот часто гуляю, допустим, даже просто одна, слушаю музыку. Бывает, пройду по какому-нибудь месту интересному. И вроде совершенно обычное место какое-нибудь, я смотрю и думаю, боже мой, надо здесь кого-нибудь сфотографировать. Я как-то тоже гуляла и увидела внизу на набережной лежащее разломанное пианино. И это просто сразу... надо сфотографировать. Ну вот, я позвала тоже одну девушку, там недалеко сначала пофотографировались, и потом вот с этим пианино. На нас так все смотрели странно, там еще люди ходили, и они все, что они делают, валяются в мусоре. Мастер-классы, это все очень хорошо, но на личном опыте больше всего учишься. Чем больше снимаешь, тем больше получается. Вдохновение, оно приходит иногда неожиданно из разных источников. Бывает, действительно, прочитаешь что-нибудь, там какой-нибудь образ описан какого-нибудь персонажа, и сразу в голове там что-нибудь такое приходит. Или, музыка. Особенно фортепианная, например, бывает, когда гуляешь в таких живописных местах на природе. Фортепианная музыка играет в наушниках, и сразу приходят, наплывают какие-то образы. Вообще у меня, я не знаю, можно ли назвать это мечтой. Просто хочется, чтобы была возможность заниматься фотографией всегда, всю жизнь. Потому что когда зарабатываешь любимым делом, это вообще супер здорово. Весна, пожалуй, самое лучшее время года. Ведь именно весной теплое солнышко, снежок. И что надо делать? Конечно, надо проводить активно свой досуг. Мы решили сделать небольшой обзор открытых городских катков. И первым делом отправились на Талое озеро, ведь оно находится в 2 шагах от нашей студии. Я не чувствую пальцев. Это косяк года! Да ну! А я думаю, что они так жмут? Чем не нравится вот этот каток? Нравится то, что хороший лед. Не нравится то, что там вот такие комочки. Плюсов мало, но я вообще их не вижу. Минусы. Лед кривой, но там вроде он новый залили. Близко к дому, близко к всяким кафешкам можно зайти погреться. Но за ним мало ухаживают, то, что его редко очищают и заливают 2 раза, наверное, за сезон 3. В разных местах платно, а тут бесплатно катаешься. Вообще все очень круто, много всяких разных людей, которые приходят и уходят. Минусы какие? Здесь есть трещины. Иногда так катишься, не можешь на нее наступить и упасть. Но здесь все есть. Он находится прям почти в самом центре, в отличие от
того катка, на котором я должен кататься. Он находится на птицефабрике. Там не очень удобно. Тут лучше. И ближе. И ближе, да. Здесь движовая музыка, и ты не успеваешь соскучиться, ты катаешься, и тебе хочется кататься еще больше. Но, конечно, если ты умеешь кататься, а не ходишь по льду просто, как я. А теперь мы в сердце студенческого городка на теплом озере. Здесь, как вы видите, очень много студентов. Плюсы и минусы этого льда? Плюсов много, ну просто лед хороший. Ну, почистить не помешало бы. Слишком много снега. Сколько лет ты уже на коньках? Первый год, наверное, второй. Хорошо катаешься? Ну, не могу сказать, что хорошо, но умею кататься. За 2 недели в первый раз пришел, давно не ходил уже, холодно было. Почему ты решил сегодня именно провести свой день на катке? Очень тепло, хороший день. Я думаю, самое романтичное место для катаний именно здесь, Сайсарское озеро. Огоньки, парочки и все безумно мило. Что ты скажешь про лед на Сайсарском озере? Плюсы и минусы. Сегодня залили лед и стало хорошо катать. Залито прекрасно, как в Ледовом дворце, только это точки есть маленькие. Ну и тут романтично так, а я сам романтик. Всегда много знакомых, всегда можно кого-то встретить, познакомиться, покататься от души. Атмосфера хорошая, ну и друзей много здесь, всегда лед хороший. Мост еще красивый. Лед шикарный он вообще сегодня. Если его только залили. Катайтесь на коньках, будьте спортивными, позитивными. Моя игра 98. Баста. Нордстар представляет марш 19 число. СК Триумф. Концерт Басты при участии Тати. Билеты в Сахацирке и кинотеатр Центральный. Онлайн-продажа ЕКТ.ру. Март 19 число. СК Триумф. Баста.